Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на любовь. Его планы на любовь, планы загаданного человека. И также мы посмотрим, чем для него являются отношения с вами. Я вот тут на балкончике сегодня расположилась у себя, вот такой вид. Там у меня немножко надо подшивать. Вот такой красивый вид. Вот. И мы с вами будем вот здесь на столике гадать. На улице лето, и я считаю, что это лучший повод для того, чтобы погадать именно на балкончике, чтобы на улице. Ну, конечно, тут есть небольшие звуки города, там пение птиц и так далее. Но, может быть, это вам понравится больше. Вот гадание на природе, так скажем, можно сказать, на природе, да. Я сначала буду выкладывать на Таро 4 позиции. У нас будет 4 позиции. Сделать решила сегодня побольше на Life наш, да, позиции. Это золотое Таро, очень хорошее. Мне нравится эта колода безумно. Одна из моих любимых. Вот. Как вы знаете, может быть, многие, что я уже сейчас нахожусь в Германии по некоторым причинам. И мне с собой не пришлось взять много колод. Но это одна из моих любимых. Итак, первая карта у нас будет это на сегодняшний день вообще, в принципе, суть ваших отношений или их состояние. А дальше мы будем уже проводить полный расклад вот этот, да. Он у нас состоит из 7 карт. То есть вот это уже 8, ну как бы первая, да, а потом еще 7 карт. Вот так вот. Вот. Вот такие у нас 4 позиции, 4 карты. Вам нужно выбрать одну. И конфетки сегодня у нас на позициях. Решила сделать необычный такой расклад с конфетами именно. Такие необычные конфеты. 3-я позиция. И 4-я. Вот такие конфеты. Они, по-моему, с лакрицей. Солодкой. Так, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Ну вот, кстати, лакрицу никто не любит, ну, многие не любят, а на самом деле, если пожевать лакричные конфеты, то ты предотвращаешь простуду и инфекцию. Это так вам для сведения. Очень полезно. На самом деле финны любят, особенно, вот у них это любимое лакомство лакрица. Итак, те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу. Мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я вот пока вот так убираю в сторону. Убираю. Так. И наша первая конфета. И первая карта. Да? Первая карта состояния ваших отношений. На сегодняшний день это 3 мечей. Ну, 3 мечей карта такая не очень позитивная. Это когда люди о чем-то вот узнают, ну, правду такую, да, которая неприятна. Сталкиваются, когда ты возлагаешь, да, надежды на человека, на его честность, на его преданность, может быть. И, ну, строишь в голове у себя с ним планы на будущее, но потом эта лодка любви разбивается о быт, как говорят, или... Ну, надежды не оправдываются, и становится горько, неприятно и обидно, на самом деле. Вообще, я как считаю, что 3 мечей, она, если выпадает, человек как бы узнает некую правду. Эта правда ему не нравится, он обижается, он огорчается, но у него идет духовный рост в этих отношениях. Он понимает, что ну, не нужно было возлагать слишком большие надежды на другого человека. Мое счастье не может зависеть от других людей. Ему нужно научиться, чтобы его счастье, личное счастье, не зависело от других людей. Это важно, на самом деле важно. Потому что если свое счастье ставить в зависимость от других, ты постоянно будешь у других людей в кабале, да? Ты постоянно будешь у других людей в подчинении. И через вот эту обиду, через вот эту боль, через нее нужно пройти. Поэтому у вас выпала 3 мечей, что это не значит, что нет чувств друг к другу. Это ничего не значит, да? Но это значит, по сути, что у вас есть в отношениях сейчас вот это вот отрезвление какое-то, когда ты понимаешь правду, что не стоило надеяться, не стоило возлагать вот слишком большие планы на кого-то другого. Но на самом деле это не говорит о том, что нет чувств, например, да?
То есть это просто говорит о том, что мы не имеем права на это. И мы это узнаем, и нам больно, но мы можем с этим жить, потому что мы должны уважать жизнь другого человека, да. То есть мы не можем быть такими, ну, эгоистами в каком-то смысле. Хорошо, давайте выкладывать наши 7 карт. А раз у нас их 7, то это вообще в раскладе 8. Мы их в 2 ряда по 4, да, можем выкладывать на самом-то деле. Так, у нас выпал отшельник. У нас выпало колесо. Дальше идет 8 кубков. 7 жезлов. Императрица. Мир. И 5 кубков. В принципе, карты выпали такие, да, вот неплохие, я бы сказала. Почему? Потому что здесь можно анализировать эти отношения, можно анализировать. И смотрите, вот первая карта у нас, да, вот после основной, это отшельник. Чем для него являются ваши отношения, отношения с вами? Отшельник. То есть человек на самом деле не хочет много в этих отношениях делать. То есть вот такой вот момент, что он не хочет много своих сил затрачивать на отношения. Ему бы хотелось духовного роста, развития, какого-то своего пути, но не погружаться в отношения с головой. Может быть, не хотелось бы слишком много вкладывать в отношения и именно серьезности этих отношений не хотелось бы. Вы знаете, бывает даже человек по отшельнику находится в отношениях сейчас, именно даже в брачных. У меня даже есть расклад муж-отшельник. Вот он где-то на каналах у меня. Почему? Потому что, вот, по-моему, даже на iLife. Муж-отшельник именно. Почему? Потому что вот многие люди живут вместе, но являются вот один из них отшельником. Это тот, кто лежит на диване и пьет пиво. Вот это именно этот человек. Вот он лежит и пьет пиво, все. Он ничего не хочет делать. Его можно заставить делать для отношений что-то, его можно заставить делать для дома, для семьи, но на самом деле он этого не хочет. Ему лень. И вот что для него, чем для него являются отношения с вами, это отшельник, это значит, что человек им не придает того значения, какого нужно придавать. И хочет, может быть, отстраненности, отдыха от отношений, побыть один. Отворачивается, я бы сказала. Но это именно не из-за того, что он не любит. У него в душе могут быть чувства. Карта отшельник, кстати, всегда предполагает, что у человека есть любовь, но он бежит от этой любви и не хочет зависимости от любовных отношений, и поэтому просто бежит от любви. Он отворачивается от любви только по причине того, что у него были в прошлом сложные отношения, да, и вот из-за этого вся беда, что он уже, чувствует, что вот когда перерастут в отношения, там, в брак, в быт, и опять у него пойдет психологическая травма из-за этого. Вот, то есть это не значит, что он не любит. Как он относится к серьезным отношениям, к браку? Идет колесо фортуны. Это значит, что человек считает, это должно как-то судьбой само. Вот распоряжаться должен Бог или Вселенная тем, чтобы у человека был брак, что его заставляет как господин случай, а не сам он решает, вот вступать ему в брак или нет. Он не хочет, а его жизнь заставляет. Более того, он считает, брак должен приносить удачу. Вот тоже вот по этой карте такой вариант возможен, что как он относится к серьезным отношениям к браку, только если это принесет ему удачу. Если это принесет ему еще больше проблем, он относится плохо. Если это принесет ему удачу, он относится хорошо. То есть, получается, нужны какие-то обстоятельства. Например, с помощью брака он сильно продвинется в жизни, разбогатеет, например, или, не знаю, уедет куда-то в более благоприятную страну. Это не то, что вот именно выгоды и все. Это скорее его пассия должна ему в чем-то вот как помогать и соответствовать. Наверное, что-то такое. Дальше. Что для него самое важное в отношениях? Это 8 кубков. Найти свое счастье, чтобы не чувствовать себя не в своей тарелке. Для него это очень важно. Не чувствовать себя не в своей тарелке. Вы знаете, иногда люди годами, 20-летиями, там, 10-летиями, 50-летиями
живут, но чувствуют себя не на своем месте. Вот в этом, конечно, вся проблема. Что этот человек уже так был, и он не хочет. Он не хочет. Или видел это в своей семье у родителей. Для него это неприемлемо, ненормально. Он говорит, я женюсь, когда найду свое истинное счастье. И никак иначе быть не может. Если его не найду, я вообще просто жениться не буду. Но я буду искать свое счастье до конца. Его идеал женщины – это 7 жезлов. Женщина-победитель. Женщина, ну такая немножко авантюристка. Веселая, интересная. И лидер. Лидер по натуре. Яркая, умеет зарабатывать в жизни. Умеет, ну, так скажем, держаться на плаву сама. Без чьей-то помощи. И 7 жезлов, по сути, это женщина, не пускающая в свое личное пространство сразу. Ей нужно время, чтобы привыкнуть к человеку, и ей нужно время, чтобы доверять. Доверять сразу она не будет, ее обрабатывать надо. Если у вас другое положение, что вас никто не обрабатывал, как говорится, ему вот прям даже может быть неинтересно, поэтому если так вот как совет сразу же, да, что если вы хотите этого человека очаровать, на самом деле нужно всячески его избегать тогда, чтобы он работал на то, чтобы вот вас соблазнить. Следующая карта, кем он видит себя рядом со своим идеалом, это императрица, заботливым человеком. То есть он себя видит рядом вот с такой женщиной, да, яркой, лидером, напористой, именно заботливым мужчиной, выполняющим роль мамочки, женщины. Вот видите, какой интересный человек. Он готов заботиться, но когда женщина от него отбрыкивается и является лидером. А если женщина бежит за ним и обнимается, он сразу хлоп и отшельник. Вот так. Кем он видит себя рядом с вами? Карта Мир. Мир говорит о том, что человек чувствует некоторое душевное родство с вами. Но он готов, вот как вот, карта Мира, она всегда говорит, что человек доверяет Богу, доверяет Вселенной. И он готов доверять Вселенной. Вот как Вселенная ему распорядится, так и будет. Я вот сейчас, у нас между нами обида, я ничего не чувствую такого, вот, что я сейчас готов там быть в серьезных отношениях, это что-то наладить. Но если Вселенная распорядится по-другому, если что-то изменится, то я готов. То есть я готов рассматривать. Нет такого, чтобы он вот взял и от вас полностью отвернулся, отказался. Нет. Какие-то чувства есть в душе, и у вас всегда есть шансы тут. И кем он... Его стремление в личной жизни. Его стремление в личной жизни – это 5 кубков. Погасить разочарование, потому что он разочарован в личной жизни, ему не хотелось бы дальше и разочаровываться. То есть вот в этом вся суть здесь. Ему бы хотелось дальше радоваться, а не разочаровываться, поэтому он хотел бы погасить свое вот разочарование, свои психологические травмы. Ну вот такая вот у нас позиция. Давайте теперь посмотрим оракул духи животных, что скажут вам. Нашу колоду раскроем и посмотрим советы или напутствие высших сил по вашим отношениям. Совет или напутствие. Вам выпало интересное животное вомбат. Будьте дома, говорит животное. Вообще вомбат живет глубоко под землей и в кругу своей семьи, в тишине, в покое и сытости. И двери его родного дома, они всегда открыты. Стоит только осознать, что благополучие – это истина жизни. Он как бы вам напоминает, что быть в мире как дома нужно и необходимо. Что мир – это ваш дом. Что нужно везде чувствовать себя как дома. Естественно, да, расслабленно. И нужно быть как дома внутри из себя самого. И для того, чтобы так почувствовать, нужно принять всю свою жизнь без осуждения. Совершенно честно и с любовью к бытию. И вам нужно ощутить свободу быть собой. Вы пытаетесь вот с этим мужчиной, вы пытаетесь притворяться. Ну, не тем, кто вы есть на самом деле. Вот сейчас вы узнали, кто его идеал, да, и начнете опять притворяться, еще притворяться. А вам этого совершенно не нужно. Понимаете, вот совершенно не нужно.
У вас другое тут. У вас, ну, если вы станете собой, человек либо примет вас, либо отпустит, да. Но не нужно пытаться из себя изобразить кого-то ради этого человека. Он будет чувствовать искусственность, и все равно вы не сможете быть вместе, понимаете? Я вообще считаю, что нужно вот в собственном теле, в собственной жизни чувствовать себя комфортно. И ужиться с другими будет можно только в том случае, если вы себя чувствуете комфортно. Вам даже не будет казаться, что вас кто-то атакует, кто-то постоянно на вас нападает, кто-то вас не любит, там, не ценит и все такое прочее, если вы примете себя тем, кто вы есть, просто вот так. И, естественно, эти отношения, они либо наладятся, либо уйдут, но вам на это будет все равно. Главное здесь это ужиться именно с собой, то есть дело не в человеке. Ну, такая позиция номер 1. Проанализировали. Может быть, кого-то я расстраиваю, да, но это лучше встряхнуть человека, чем лить ему в уши мед, как говорят многие у меня там. Ой, вашими бы устами мед пить. Знаете, вот это все глупости вот эти. Ну, естественно, как бы человек думает, что ему льстят на раскладе. На самом деле это, конечно, не так. Я говорю ровно то, что карты говорят, да. И если сейчас карты сказали нечто, может быть, для вас не очень приятное, ну, значит, так оно как бы и есть. А если бы сказали супер что-то приятное, так же бы я вам и в итоге бы сказала. Ну, перейдем к нашей второй позиции. Я ее уже тут сложила. И первая карта – это карта ваших отношений на сегодняшний день, да. Карта смерть. Ну, смерть, она говорит о нечто, вот как, она всегда несет нечто неизбежное, да, то, что заканчивается и начинается новое что-то, как перерождение, возрождение. Один период заканчивается, начинается другой, и этого невозможно как бы взять вот так и избежать, что ли. Смерть – это карта трансформации, перемен, изменений, но их невозможно предотвратить, их невозможно... Ну вот взять и остановить, допустим. Это то, что наступит, и назад дороги нет. Поэтому это может быть перемена в лучшую сторону, это может быть перемена в худшую сторону, перемена в сторону расставания окончательного и бесповоротного. Какие-то вещи, которые избежать невозможно, как информация какая-то, которую кто-то из вас должен обязательно узнать. И уже узнали, может быть, и назад дороги нет. То есть вот идет перелом. Вот сейчас у вас в отношениях идет явный перелом. Может быть, это совместное что-то, совместный переезд, вместе вели бизнес, закончили, начали другой, да. Тоже бывает. То есть не обязательно, что это прям в отношениях кризис. Ну, конечно, карта кризисная. И чаще всего, да, она показывает такие переломы именно в самих отношениях. Ну, давайте проанализируем дальше наш расклад по позициям, да. У нас еще будет 7 карт добавлено. Тройка пентаклей, двойка мечей, десятка кубков, девятка кубков, король кубков, кубки, да, много кубков, двойка пентаклей и повешенный. Угу. Ну, вот тут тоже вот интересный расклад. Давайте чуть-чуть подвину на середину, да, чтобы было красиво. Тут у нас вот чем является для него отношения с вами. И вышла тройка пентаклей. Чаще всего это брак вообще. Чем является? Вы для него семья, брак. Но также это каждодневная работа, по сути. Человек знает, что хочешь быть в отношениях, нужно работать. Человек очень серьезно относится к вашим отношениям. Он считает это какие-то основополагающие в его жизни отношения, решающие. Вы для него имеете особую важность, особое место в этом мире. И как бы без вас, скорее всего, он не особо мыслит, что можно существовать. Да? Вы друг друга цените, он считает, уважаете, у вас общие интересы.
Ну вот как будто бы чем являются для него отношения? Браком, серьезными отношениями, основными отношениями, да, в жизни, вот так. То есть имеет наивысшую важность. Ну, человек, скорее всего, вас любит, судя по тройке пентаклей. Что же у вас там, почему смерть выпадает? Что за перелом? Может, это совместное что-то? Вот. Ну, как говорят, да, совместный переезд. Вот у нас с мужем совместный переезд. Тоже как бы смерть. Назад дороги нет, допустим, да, новая жизнь. И вот тут так же. Может быть, что-то совместное. А может быть, что, да, какой-то перелом в самих отношениях, трансформация идет, но в лучшую сторону. Потому что человек очень ценит и уважает вас. Как он относится к серьезным отношениям и к браку в принципе? Двойка мечей. Двойка мечей — это такая карта, да, она показывает, что человек не совсем понимает, ну, а как это вот, почему нужно делить? Ну, то есть для него, если есть отношения, они, в принципе, уже имеют какую-то ценность и серьезность. Ну, как бы уважительно относится к людям вообще, в принципе. И если уж он нашел там себе женщину, девушку, полюбил, как бы он считает, а как несерьезно может быть, да? И двойка мечей, она здесь может говорить о том, что он может не понимать, а как может быть иначе, допустим. Но также двойка мечей — это карта, показывающая некую слепоту. Ну, то есть, когда человек находится в браке и в отношениях, он все равно закрыт. Он не раскрывает свою душу до конца, он часто молчит, замалчивает проблемы, не хочет открывать глаза на какие-то очевидные вещи, на свои недостатки, на недостатки второго человека, своего партнера или партнерши. Вот тут тогда минус, конечно, минус. Хорошо. Что для него самое важное в отношениях? Десятка кубков. Семья. Семья, дети, дом, единство, гармония, душевное спокойствие. Человек настроен, в принципе, здесь именно на серьезные отношения, и чтобы все было хорошо. Вот для него это основное, важное, чтобы быть в отношениях по-правильному, без какого-то обмана, изъяна, без гадости вот этих. Вот у него какая-то честность есть в душе. Благородство, что ли, некоторые. Я это так вижу. Ну и, соответственно, когда я вижу десятку кубков, я понимаю, что для него семья — это самое главное. Быть семьей, уважать родных друг друга, детей уважать. Вот так. Его идеал женщины — это девятка кубков. Ну и роскошная женщина должна быть. Роскошная, красивая, сексуальная, ухаживающая за собой, богато выглядящая, любящая роскошные вещи. Красивая фигура, красивое лицо. Для него это важно, чтобы она была вот такая вся роскошная. Кем он видит себя рядом со своим идеалом? Королем, королем кубков. Вот женщина у него роскошная, а он хозяин жизни. Он такой вот яркий, правитель, добрый бизнесмен, который людям дает работу, добрый самаритянин такой, да, помогает людям, дает им работу, но в то же время много зарабатывает, всех понимает, выслушивает, за всех отвечает и является для них вот настоящей поддержкой, опорой, подставляет плечо окружающим и в семье, и в бизнесе. Глава семьи, главный муж, да, кем он видит рядом? Конечно, как сказать, основной парой, мужчиной. Ну, я это так вижу. Хорошо. Кем он видит себя рядом с вами? Двойка пентаклей, он не знает, как с вами. Ему все время приходится балансировать, выкручиваться, что ли. Что-то здесь не так немножко. Вот в том плане, что он вас любит, но, наверное, вы не соответствуете до конца его идеалу. Вот если бы была другая немножко женщина, он бы знал, как с ней себя вести. А он вас любит, но вы не такая, как его идеал. Не до конца такая, не вся такая. И ему приходится все время стоять на одной ноге и жонглировать. Как бы делать лицо, не показывать те проблемы, которые на самом деле присутствуют внутри. Вот я это так вижу.
И его стремление в личной жизни — это повешенный. Ну, карта показывает жертву, жертвенность. Может быть, знаете даже как, что этот человек знает, что ради того, чтобы быть в отношениях, нужно постоянно быть в подвешенном состоянии, жертвовать собой. Но он как бы смирился с этой жертвой, скорее всего. Он вообще сам по себе человек-жертва. Почему? Потому что он готов быть в серьезных отношениях, и он уже знает, что ему нужно будет прилагать усилия. Поэтому его стремление сейчас — это пожертвовать собой ради чего-то важного. Поэтому здесь очень большие надежды можно возлагать, да. Вообще с этим человеком можно построить. Но вот меня смерть и повешенные как-то смутили, если честно. Особенно смерть. В ваших отношениях идет переломный период. Выдержите вы кризис, не выдержите. Тут пока неизвестно. Давайте посмотрим совет от наших животных, да, нашего оракула. Что скажет оракул высшей силы, что посоветует по вашим отношениям, да. Может быть, какой-то мы там найдем ответ на наши вопросы. Собака. Собаку. Как же я люблю собаку. Будьте верны тому, что любите. Вы знаете, здесь карта, она советует, во-первых, нужно быть тем, кто вы есть, и быть верной тому, что у вас в жизни, да, происходит. То есть, если вам нравится так жить, живите, как вам нравится. Не надо переигрывать, да. Это, во-первых, а во-вторых, собака, она и есть собака, это верность. Это же не только любовь к тому, что вы любите, да, или быть верным тому, что вы любите. Это просто верность. Собака является напомнить о том, что перемены — это часть жизни. Все мы развиваемся. Любовь и преданность не теряют силы при этих изменениях. Вот видите, я задавала вопрос, к чему тут смерть, что за перемены и трансформации, да? Она говорит, да бывают перемены в отношениях, но главное не терять любовь и преданность. Вас любят, вот сразу же послание идет, вас любят, и вы можете верить в высшую любовь. То есть нет такого, чтобы собака свидетельствовала бы о том, что вы расстанетесь, да? Она посоветовала, что если любишь, люби и будь верным. По сути, о вас заботятся высшие силы, тотем собаки. У многих, кстати, тотем волка, собаки. А это верность. Волки тоже верны и преданы своим половинкам. Собака хозяину и своим, да, своей семье. Между прочим, собаки тоже, если у них есть такая уже многолетняя пара, они всегда тоже ей очень преданы и верны. И сейчас благоприятный момент. Вот собака, она не говорит ни о чем плохом, она всегда говорит о том, что момент какой-то благоприятный в жизни. Любовь вы заслуживаете. Главное иметь решимость к тому, чтобы принимать и дарить любовь. И, по сути, ваше сердце, оно полно любви, вот так же, как сердце собаки. Я очень люблю собак. Иногда бывает, что собака очень привязывается, да, но это искренне всегда. Кто-то скажет, фу, что ты как собака. Но на самом деле это же оскорбление такое, да. По сути, это добро в ней. И даже если она привязалась чересчур, ходит за вами, это просто ее добро такое так проявляется. Если кто-то за вами так ходит, или вы за кем-то, знайте, что это ничего плохого там нет. Главное быть просто вот в жизни верным тому, что у тебя есть в душе, в сердце. Поэтому просто любите, несмотря на карту смерти, что да, могут быть перемены, но просто любите, и все будет хорошо. Тем более, что человек здесь настроен все-таки на серьезные с вами отношения. Вот такая вот у нас вторая позиция. А мы перейдем к позиции номер 3. Наша третья конфета с лакрицей. И в каком состоянии сейчас, в какой карте сейчас находятся ваши отношения? Ух ты, двойка кубков, хорошая карта. Это хорошая.
Это карта любви, такой, знаете, возвышенной, романтичной, когда люди прям души в друг друге не чают, у них конфетно-букетный период, высшая любовь, романтика, страсть. Они растворяются друг в друге и взаимно любят друг друга, самоотверженно, отчаянно. Они не хотят друг с другом расставаться ни за что. Они друг друга просто обожают. И, конечно, они созданы друг для друга, как две половинки одного целого, как близнецовые пламена. Это вяхер угукает. Слышите? Такой смешной. Вот. Поэтому здесь, да, здесь идеальная любовь, как бы карты видят. Высшие силы видят ваши отношения прям как идеальная любовь такая. Ну, я считаю, это правильно, что если у вас, правда, есть друг с другом любовь, то почему бы и не быть идеальной, да, такой возвышенной и романтичной. Это значит, и люди взаимно друг к другу приятно относятся и нужны друг другу для чего-то. Ну, хотя бы там пройти какой-то путь, жизненный опыт. И как бы сейчас вы повязаны, привязаны друг к другу. Карта-то ведь хорошая. Она говорит именно о сильной привязанности. То есть никто из вас второго отпускать пока точно не хочет и не собирается. Да? Ну, давайте посмотрим наш расклад. Выкладывать будем еще 7 карт здесь. Десятка пентаклей. Видите? Хорошая тоже карта. Девятка жезлов. Король пентаклей. Люблю королей. Для отношений особенно. Семерка пентаклей. Король жезлов. Вот сказала, люблю королей. Карта говорит, ну на короля еще. Да. Маг. Восьмерка жезлов. Это очень хороший расклад, сразу же говорю. Тут только вот описать надо, но расклад очень такой, да, хороший, правда, хороший. И чем для него являются отношения с вами, это десятка пентаклей. Вы для него весь мир, вся вселенная, силы рода, как он считает, поддерживают ваши отношения. Вы созданы друг для друга, для серьезных отношений. Вы готовы поддерживать его родителей, он готов поддерживать ваших родителей. Если у вас до этого были браки, дети, поддерживать детей друг друга. Вы семья друг для друга. И человек считает вот это высшая форма проявления любви и чувств. То есть для него наиболее важны ваши отношения. Они являются для него всем. Вот как бы вы для него семья, дом, вся вселенная. Верность и преданность для него на первом месте, любовь. И человек не мыслит вот без вас своего. На самом деле существования он просто даже не мыслит. Он не понимает, а как бы мы были вот не вместе, как бы мы были вообще отдельно, как такое может быть. Вот так. То есть он не чувствует, что вы могли бы быть отдельно где-то друг от друга. И вот вторая карта, как он относится вообще к серьезным отношениям и браку. Вот вышла девятка жезлов. Несколько так с сомнением, что ли. Нет, не с сомнением. Ограничивает себя, я бы вот это даже так назвала. Что человек отбрыкивается от брака. Вот с одной стороны, он хочет быть с вами, жениться, там, быть вместе, оставаться в этом браке и любить вас всю жизнь, и вы для него семья. С другой стороны, я спрашиваю, как он относится к серьезным отношениям, к браку. Ну, постойте-ка, постойте, подождите, ай-яй-яй, да? Интересно. Сам по себе расклад хороший, но человек, может быть, знаете, по девятке жезлов считает, в его дом никому хода нет. То есть это не то, что ему неохота жениться, скорее охота. Или быть в браке, охота. Но это должно быть как крепость на горе, в которую никому хода нет. Тогда в таком браке для друзей нет места. Понимаете? Для похождений с подружками нет места, с друзьями нет места. Это брак, который защищает человека от всего внешнего мира. И, конечно, это ничего хорошего. Вот, ничего хорошего. Почему? Потому что, как бы человек настолько ревнивый, что ли, собственник настолько, понимаете?
Я считаю, как человек не должен быть такой подозрительный. Если человек подозрительный, если человек ревнивый, если человек собственник, он может быть тираном. А здесь человек полностью погружен в эти отношения, но он никому может не хотеть вас отдавать, даже подружке, даже вот. И, конечно, это плохо, потому что это такой вот собственник. И вот у всего есть, как говорится, две стороны, у палки есть два конца, да. Вот, поэтому здесь задуматься надо, но я вижу здесь только добрые намерения. Может, человек не очень торопится в брак, опять же, по 9 жезлов, мол, на свадьбу накопить надо, или по каким-то другим причинам. Вот такое тоже бывает. Однако он без вас и жизни своей не представляет и уже считает, что у вас, ну, чуть ли не брак там, да. Дальше, значит, следующая карта. Следующая карта у нас. Что для него самое важное в отношениях? Это король Пентаклей. Быть главой. Вот, знаете, уметь постоять за эти отношения, отвечать, быть главой семьи, чтобы его уважали, чтобы его ставили на лидерские позиции. И не делать впустую. То есть он, если что-то делает, то делает это чаще всего ради чего-то. Бесцельно, вот так просто, либо деньги на ветер, либо его силы на ветер он не собирается пускать. Понимаете? Для него важно, чтобы была отдача. По королю Пентаклей он готов быть хозяином, главой, мужем, но для него нужно, чтобы была отдача, то есть чтобы это было взаимно. Его идеал женщины – это 7 Пентаклей, труженица. Ей не обязательно быть красивой, ей не обязательно быть холеной, ей не обязательно иметь какой-то определенный тип внешности. Она должна быть трудягой, честной, трудягой, которая не зарабатывает много, а зарабатывает на тяжелой работе средний доход. Или маленький доход, вот чтобы он был неким, ну, спасателем для нее или опорой, да, чтобы он чувствовал себя мужчиной. Она не должна его переигрывать, конечно. Вот видите, как для него. Дальше, значит, кем он видит себя рядом... Нет, следующее. Кем он видит себя рядом со своим идеалом, да? Со своим идеалом королем жезлов. Вот видите, она должна быть 7 Пентаклей, трудягой, да, такой трудягой, но он считает, вот она много трудится, а он пришел, такой король жезлов, показал здесь, кто самый крутой, главный, денежный, он ей показал свою силу, он сказал, вот вставай за мою спину, у тебя все будет, вот это ему нравится. И он кем себя видит? Королем, прям таким главным, важным. И кем он видит себя рядом с вами? Опять же магом. Опять же лидером он себя видит, понимаете? И это значит, вот раз у него роль совпала, что вы соответствуете его идеалу. Он считает, вы соответствуете полностью. Он считает, что он рядом с вами себя может чувствовать королем, магом, вот таким вот лидером, ярким, деятельным, вот что он все может. Это очень хорошо. И его устремление сейчас в личной жизни – это 8 жезлов. Ну вот как-то реализовать свою страсть, энергию куда-то влить. Вот у него, видите, 8 фаллических символов. Настолько много тестостерона, мужской энергии, вот ее куда-то надо направить в нужное русло, в правильное русло. Развивать отношения скорее, скорее, скорее. Вместе, может быть, куда-то поехать, что-то делать. Вот для него сейчас это стремлением ярким, главным является. Хорошо, давайте посмотрим совет. Совет от духов животных по вашим отношениям, от высших сил, да? Койот. Доверьтесь пути высших сил. И правильный совет, правильный. То есть нужно уметь доверять высшим силам по поводу отношений. Даже если вы считаете, что партнер вам не совсем подходит, он считает иначе. И, может быть, вам стоит его рассмотреть поподробнее. Но раз у нас тут 2 кубков выпало, то я чувствую, что вы взаимны к нему. И нужно просто доверять высшим силам. Как пойдет, так пойдет. Если вам кажется, что ваш жизненный путь свернул не туда, то это может быть неправдой. Вот так могу сказать. То есть на самом деле это единственно верный путь, а вам кажется, вы свернули не туда. Вы туда свернули. То есть высшие силы вам через койота это подтвердили, да, что не все такое, каким кажется. И иногда
у вас есть притягательная желанная цель какая-то, но вы ее не сразу можете достигать. Что в личных отношениях, что вообще в жизни. Но нужно уметь доверять вашему высшему пути и провидению, да, Вселенной, Богу. Поэтому не надо зацикливаться на выигрыше, не надо зацикливаться на идеале каком-то, а просто брать и идти вперед дальше, то есть шаг за шагом. Не требуйте ни от пространства, ни от Вселенной, ни от человека слишком многого. Не стоит. Нужно доверять. То есть все идет так, как идет. Высшие силы хотят вам только добра, поэтому если планы, может быть, и перевернулись вверх дном, да, то значит, что высшие силы всегда рядом, они благословляют, они вас оберегают. И по поводу отношений тем более оберегают, тем более, что это очень хорошие отношения. Ну, вот такая вот у нас третья позиция. Мы идем дальше с вами. Дальше. Позиция номер 4 у нас. Позиция номер 4. И первая карта – это в каком аркане высшие силы видят ваши отношения на сегодняшний день. Это аркан умеренность. Угу. Умеренность. Ну, вы знаете, это терпение, да? Терпение и труд все перетрут. Ну, вот то же самое. Умеренность – это терпение, это молчание, это затишье. Часто бывает, что нужно притереться по этой карте и смириться с недостатками другого человека. Иногда это пауза в отношениях или слишком медленно идут сейчас отношения, хотя они, в принципе, гармоничные и серьезные. Либо люди чувствуют себя друг с другом очень гармонично, но есть очень много препятствий в их жизни для отношений, но они их готовы постепенно преодолевать. Карта именно терпения, смирения с чем-то. То есть вот сейчас в отношениях нужно с чем-то как будто бы смиряться, да? Смиряться и терпеть. Интересно. Вообще это карта молчания, тишины иногда. Может, вы друг с другом молчите, вот она и умеренность. Был скандал, все затихло, да, вот и живете в умеренности. Бывает такое. Давайте посмотрим еще 7 карт, какие выпадут. 8 пентаклей, королева кубков, дьявол, 2 жезлов, 10 мечей, 3 кубков, 5 пентаклей. Здесь закомплексованный партнер. И что-то с ним не так. На нем, скорее всего, есть негатив. Или у него есть негативные привычки, зависимости, пороки. Гадость какая-то в нем сидит, если честно. Вот. Ну, давайте анализировать наш расклад. Это самое важное здесь. Чем для него, извиняюсь, мотоцикл, чем для него являются ваши отношения с вами. 8 пентаклей. Постоянная работа, пахота, да? Отношения подобные, как на работу сходил. Может, вы просто связаны по работе, поэтому так. Мы общаемся по работе, вот она и работа и выпала. А может быть, что человек понимает, вот ради этих отношений постоянно опахать. То тебе нужны бесконечные деньги, то тебе нужны бесконечные какие-то другие энергоресурсы, то мне из-за тебя приходится постоянно чего-нибудь терпеть. То есть понимаете, о чем я? Он считает, это не отношения, это труд, работа. Как на работу в отношения пошел, да? Конечно, по 8 пентаклей страсти маловато, так же, как и по умеренности. И вам следует обратить на это внимание. Человек очень закомплексованный, человеку очень внутри плохо, он черный изнутри. У него есть негатив. Это во-первых. А во-вторых, он воспринимает, может быть, и не только ваши, а любые отношения, как просто труд и работа. Хорошо. Как он относится к серьезным отношениям и браку? Выпала королева кубков. Именно возможность чувственных отношений. Это самое важное для него, что в браке можно заниматься любовью, устраивать романтику, целоваться, обниматься без всяких проблем и столько, сколько захочешь. Вот противоположное что-то заметили, потому что ему приходится ради этого постоянно над отношениями работать и вообще, в принципе, пахать.
он получает только одно, да, что вот эту возможность обниматься, целоваться, заниматься любовью и романтикой. Ну вот такой человек. Вот так он воспринимает, да, что где ему еще на обниматься и на целоваться? Ну, в браке, видимо. И смех, и грех, как говорится. И вот следующий вопрос, его идеал. Нет. Что для него самое важное в отношениях? Это дьявол. Дьявол — это опять же секс. Вот натурально секс. И взять другого человека под контроль и зависимость. Понимаете? Именно быть, чтобы один от другого зависел. Именно от него бы зависели. А еще у него есть порочность такая, вот, что в браке, в отношениях серьезных можно познать все радости интимной жизни. Ну вот у него как-то с этим, может быть, у него есть какое-то такое желание, да, испытать там все какие-то свои фантазии. Не знаю. Чувственное удовольствие на первом месте, физическое на первом месте. Его идеал женщины — это двойка жезлов. Иностранка — это для него идеал женщины. И чтобы был другой менталитет совершенно. И чтобы она немножко отворачивалась от него, чтобы он добивался. Более того, чтобы она была холоднее, чем он. Ему это интересно, вот разжечь страсть в другом человеке. Кем он видит себя рядом со своим идеалом? Десятка мечей. Ему кажется, вот он настолько закомплексованный, что ему кажется, что он никогда не достигнет своего идеала вообще, в принципе, в жизни. Это невозможно. Возможно, у него есть зависимости не только сексуального характера, а еще слом восприятия женщин, слом восприятия брака, алкогольная или наркотическая зависимость, либо игромания. Вот. Сексуальное извращение тоже могут быть здесь. К сожалению. Я не хочу ничем обидеть вас. Я то, что читаю, вот, то, что карты говорят, то я и читаю по ним информацию, да, не более того. Я просто читаю Таро, и не более того. Я вам вот в первой позиции говорила, что многие люди считают, что я слишком много хорошего для них говорю. Но я вот ровно как карты выпали, я так и рассказываю. Если сегодня выпали такие карты, я так и говорю. Видимо, так. Вам нужна такая информация. То есть я говорю ровно ту информацию, которую выдала Таро. А раз вам сегодня нужно слышать это про вашего партнера, это вы и слышите. И кем он себя видит рядом с вами? Тройка кубков. Вот ярким весельчаком, счастливым человеком. И вы для него не идеал, нет. Он считает идеалом других женщин, но они для него недосягаемы, и он не считает, что он достоин этого идеала. А вы дарите ему радость, и он чувствует себя рядом с вами именно веселым, счастливым, но периодами. То есть иногда ему нужно работать и смиряться, а иногда он чувствует себя радостным. Возможно, в периоды, когда вы романтически друг другу что-то делаете, там подарки, свидания, или когда вы позволяете ему опуститься в пороки, то есть, допустим, выпить, да, он такой весь ха-ха-ха, или когда вы вместе с друзьями сидите где-то, там на вечеринке, он чувствует себя радостным. Вот. Его стремление в личной жизни — это пятерка пентаклей. Нет таких вот прям самых там основных стремлений, а скорее он считает это прохождение кармического пути вместе. Совместных испытаний, что ли. Для него это сложно. Вообще он считает, что ему в жизни плохо, не повезло, нет ресурсов или нет возможностей хороших. И он, мол, всю жизнь мучается, а отношения — это когда двое совместно мучаются. То есть он это только так воспринимает. Именно так и никак иначе отношения. И его стремление в отношениях идти вместе и не бросить друг друга. То есть, хорошо, давайте посмотрим совет по оракулу духи животных. Вот что вам Вселенная посоветует по поводу отношений. Колибри, будьте здесь и сейчас. То есть не надо сильно загадывать на будущее, говорит вам карта Колибри. Сразу же вот она, да, выпала. Это такой намек, что не надо слишком загадывать. Будьте собой, будьте сегодня, сейчас, здесь.
Колибри — это маленькая птичка, и она напоминает о том, что красота и сладость жизни только сегодня. Жизнь у нее коротенькая, сама она маленькая, понятно, что ей нужно жить сегодня. Вот то же самое с отношениями. Мы не знаем, когда они закончатся. А сейчас нужно сегодня быть счастливыми и не откладывать свое счастье на потом. Ваш партнер, кстати, так и делает. Он постоянно откладывает свое счастье. Вам нужно сосредоточить энергию перед собой. И именно так исполнятся все ваши желания. Счастье, оно есть повсюду. И птичка пришла вам напомнить, что не нужно распыляться и летать от цветка к цветку, а напиться нектара сейчас и сегодня из того цветка, к которому вы подлетели. Поэтому просто остановитесь, будьте здесь и сейчас и не растрачивайте вашу драгоценную энергию на какие-то, может быть, еще отношения, еще поработайте над этими, какие у вас есть. Ну, такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и лайв. Всем пока и до новых встреч.